Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле коллегалар, килгән кунаклар. Без сәләтле җәй ял итү компаниясына багышланган матбугат конференциясын башлап җибәрәбез. Добрый день, уважаемые коллеги и гости. Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную летней кампании «Сәләтле җәй». Сегодня наша пресс-конференция пройдет на 2 государственных языках. Представляем наших гостей. Кунакларыбызның исемнәре инде русча язылган. Безнең спикерлар: Сулейманов Тимур Җәүдәт улы, Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, Татарстан Республикасының алдынгылар хәрәкәте, балалар һәм яшьләр гомумроссия иҗтимагый дәүләт хәрәкәтенең төбәк бүлеге советы җитәкчесе. Габдрахманова Айгөл Таһир кызы, Сәләт яшьләр үзәге директоры. Ханафин Аяз Фәнис улы, Сәләт яшьләр үзәге директоры урынбасары, Сәләтле җәй үзәге җитәкчесе. Һәм Лулаков Денис Владиславович, Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры урынбасары килеп җитәргә тиеш. Хәзер инде сөйләшер алдыннан без видеоролик карап үтик. Сәләт ул минем өчен күңел халаты. Сәләт минем өчен ул гаилә, яшәү рәвеше. Сәләтнең кыйбласы төгәл булсын, туры булсын. Кешеләр сәләтне үстерсен, ныгытсын, сәләтлеләр тагын да күбрәк булсын. Тапкыр сәләткә килгән кеше ул аны һәр вакыт үзенә тартып тора. Сәлкеш булсынмы, әйдаман булсынмы, остаз булып киләме ул. Сәләт ул мөхит. Әйтәм бит, сәләтне тоярга кирәк аны. Монда булыр өчен. На самом деле я не ожидала такого активного внимания от детей, но мне и очень приятно, с одной стороны, с другой стороны, я чувствую, конечно, большую ответственность, когда столько детей проявляют к тебе большой такой интерес. Классно, я, конечно, супер зарядилась, и здесь очень хорошая атмосфера, и очень классные, свободные, активные дети, и это не может не радовать. Сәләт ул шундый уңдырышлы җир кебек. Монда ниндидер элек утырткан орлыклар инде шытып чыккан, аларның үскәнен күрәсең һәм бу бик нык илһамландыра. Алга таба да ничектер юмарт рәвештә орлыклар чәчүне дәвам итәргә. Шуңа күрә сәләткә биләргә кайтам. Сәхнәгә чыккан вакытта син сәлкешләрне күрәсең, балаларны күрәсең, аларның елмаюларын күрәсең һәм шулай күзең тукланасың энергия белән.
Рәхмәт. Иң элек сүзне Тимур Җәүдәт улына бирәсе килә. Алдынгылар хәрәкәте быел сәләт белән ничек хезмәттәшлек итәчәк икән? Бик зур рәхмәт. Иң беренчедән рәхмәт Айгөлгә чакырган өчен. Дөрестән дә сәләт ул. Менә бу роликны караганнан соң миңа калса ничектер дөрес сүзләр табу тагын да авыррак. Чөнки бик шундый җитди, эмоциональ, менә үзем дә әле генә биләрдә кайтып килгән кебек хис иттем үземне. Без ике телдә алып барабызмы? Монда татарча бөтен кеше, все ли понимают по-татарски? Они все, да? Тогда я буду миксовать. Говорю, потому что сложно правильные слова точные сформулировать, отвечая на вопрос. Вроде понятный вопрос о том, как движение первых и салят. Человеку, который приедет из другого региона и послушает этот вопрос, он покажется очень странным. Вроде пресс-конференция посвящена салят лежей, а почему первый вопрос касается совместной смены движения первых и салят? Ну, потому что салят – это гораздо больше, чем лагерь, чем форум и чем любой из проектов, которые есть. Без әйтәбез салят ул гаилә, шуннан да гаилә. Бер яктан сәркешләр Айдаманнар гаиләсе, икенче яктан сәләттә үз язмышын тапкан кешеләргә бик бай мөхит. Сәләт гаиләләре хәзер 200-ләп, тагын да күбрәк бу без белгәннәре генә. То есть это и семья салят. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Салят, әлбәттә, ул зур команда, көчле команда. Һәм сәләтне оештырган команда ул үсә, Аллага шөкер. Чөнки ул үсә идарә итү принципларына нигезләнеп кенә түгел, ничектер бер кыйммәтләргә таянып үсә. Шуңа күрә менә хәзер дә менә монда карасак, кем сәләтне алып баручылар, әйдә баручылар, кто та команда, да, салят как команда, кто эта команда, которая сегодня развивает. Это люди, которые встретились, будучи детьми в Саляте, в разные годы и в разных ролях поучаствовали и продолжают развивать. Поэтому, конечно, это и семья, это и команда. И сегодня те, кто получили такую питательную почву, питательную среду в пространстве Салят, они реализуют себя на разных позициях, важных, нужных и для общества, и для государства, и в министерствах, в ведомствах, и в науке, и в искусстве. Ну, какой бы проект, какое бы направление мы ни взяли сегодня, вот я буквально только что приехал с подготовительного совещания, посвященное столетию журнала «Ялкын». Если мы посмотрим журнал «Ялкын», редакторов, которые долгое время были, это либо те люди, которые были детьми в Саляте, ну уж 100% были наставниками и сегодня продолжают быть наставниками. Поэтому это такая питательная среда. Поэтому для меня лично это, конечно, не только образ жизни, это и образ мышления. Потому что там закладываются базовые, фундаментальные, я бы сказал так, цивилизационные коды, которые затем воплощаются в повседневных каких-то привычках, в культуре человека. Поэтому это вот какая-то база. И салят – это технологии. И мы убедились на собственном примере, что это технология, которая может браться, и при правильной подготовке кадров она может давать результат. Как если правильно, в правильную почву это семя правильно высаживается. Но пример, что эта технология работающая, я могу лично два примера привести своих из личного опыта. Вот работая в Лиге студентов Республики Татарстан, не детская организация, но молодежная, я, безусловно, использовал эту технологию, когда формировал команду.
Не то, чтобы я взял и пригласил ребят, которые из Салят. Нет. Речь идет о взаимодействии, о создании, реализации деятельности. Сегодняшнее движение первых, те ребята, которые приходят, знакомятся с движением первых, и у них есть опыт участия в проектах Салят, они понимают, что надо же, это очень такие схожие вибрации, потому что это какие-то, такие базовые принципы, что ли, человеческие. Поэтому Салят является вот за вот эти 30 лет стал и технологией, и формированием кадрового потенциала республики в разных областях. А для кого-то лично стал судьбой, потому что там образовались семьи Салят. И сейчас новое поколение ребят, которые приходят в Салят, они, безусловно, лучше нас, и они продолжают это. Школа Салят появилась, да, своя школа. Вот, есть такое прекрасное явление на базе 24-го детского садика, как-то не централизованно, но вот есть сарафанное радио, очень многие участники сообщества Салят, они своих детей в этот садик направляют, и мы видим, что целые группы уже, поэтому я думаю, что не за горами такой полностью свой детский сад Салят. Поэтому это как-то естественным образом происходит. И, конечно, движение первых, будучи пусть и общефедеральным движением, общероссийским движением, развиваясь в Республике Татарстан, оно питается во многом, но мы очень надеемся, что и отдает в том числе вот этому сообществу Салят, пространству, организации, движению Салят. И вожатые, которых мы формируем, мы опираемся и на школу, и на опыт Салят, и на кадровый потенциал. И поэтому 6-я смена Салят, вожатых мы вместе готовим. В первую очередь это команда, которая уже апробирована профессионалов за многолетний опыт Салят. Но они получают знания для того, чтобы стать проводниками для детей, которые приходят, вообще в пространство возможностей, которые есть сегодня для молодежи в Республике Татарстан. Знают, что такое Салят, и знают, что такое движение первых. Задача попробовать на вкус. Вот за первый год работы движение первых, оно проходит такой свой путь. Это много детей, которые с интересом относятся к деятельности. И, как нам кажется, те, кто попробовали проекты и программы движения первых, они понимают самую главную суть движения, что это не мероприятийный подход, а это деятельностный подход. Когда самое важное – это не то, что происходит во время какого-то фестиваля, когда ты пришел, поучаствовал, где-то победил на конкурсе и, собственно говоря, вернулся в свою повседневную жизнь, повседневную рутину. А это то, что преображает твою повседневность, потому что это окружение. Движение первых про объединение, про коллектив, про коллективную творческую созидательную деятельность. Поэтому для нас очень важно, чтобы на площадке именно Салят собрались те ребята, которые познакомились с движением, тянутся к нему, и имеют возможность на конкурсной основе, понятно, попасть туда и получить не только знания, навыки, которые им пригодятся, когда они вернутся в свои команды и клубы движения первых, а их сейчас 1500 по Республике Татарстан. А что, мы же понимаем, что воспитание, оно не то, что происходит только в момент, когда тебя воспитывают, так сказать, или старший товарищ, так сказать, учит тебя, что такое хорошо, что такое плохо. Оно происходит 25-м кадром, оно происходит в среде. И вот там та самая среда, питательная, воспитывающая, которую Салят создал. Рустам Нургалиевич, когда был там, он говорит о том, что это намоленное место. Потому что, просто представьте, каждый год тысячи детей стремятся туда попасть, а попадая, разговаривают там об образовании, об истории, о культуре. И это все там переплетено. Начиная с 98-го года Салят в Беляре. И мы говорим, біз айтабыз, Салят Белярге қайта. Чөнки безнең тамырларыбыз шунда. Тамырларыбызны тыяр өчен, әлбәттә кирәк
аның турында өйрәнергә дә, шул сукмаклардан йөрергә дә, остазлар белән аралашырга да 40 минутлык дәрес вакытында түгел, ә менә шундый табигый форматта утырып, сөйләшеп, аралашып, менә шундый форматта ул кыйммәтләр сеңә. Поэтому задача это, конечно, воспитание следующего нового поколения с их непосредственным участием. Поэтому в рамках 6-й смены у нас будет формироваться детская дирекция. Это команда детей, которые сами участвуют в организации всего того, что происходит. Это медиацентр, который формируется вместе с детьми. И туда огромный конкурс на то, чтобы попасть. Потому что все хотят, там, если я не ошибаюсь, буквально 30 мест, или 20, ну вот совсем немного мы формируем эту команду, 20 мест. А у нас сейчас группа более 200 человек. Это ребят медиа из движения первых с разных районов. То есть это будет большой конкурс на попадание. Поэтому очень важно, что они имеют к этому непосредственное отношение. И, безусловно, мы уверены, что будет много тех, кто приедет туда на смену движения первых, но откроет для себя мир Салят. Потому что движение первых роль в объединении. Это как один большой сад, в котором много прекрасных, красивых растений, деревьев. Вот. Задача объединять. И мы, конечно, уверены, что те ребята, которые проявили себя в движении, и по какой-то причине вдруг, если не знали, что такое Салят, они получат эту возможность и будут активными участниками клубов Салят в школе, а сейчас их более 20 по республике Татарстан. Поэтому это за 30-летний вот путь форум Салят, он из фестивальной площадки, вот как Салят рос, так и рос форум Салят. Из фестиваля Салят он превратился в по-настоящему модель мира Салят, я бы так сказал, где собираются вместе и дети, и вожатые, и педагоги, и семьи Салят, потому что 3-я смена форума, она непосредственно Жиен называется. Это, естественно, вот очень такая трансформация, которая произошла вместе. Вот. И здесь приятно, да, то, что Денис Владиславович присоединился. Вот. Это была вступительная часть. Но важно отметить роль Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, начиная с образца Госкомитета по делам детей и молодежи. С самого начала вот Марат Мансурович Бариев, будучи председателем комитета, он начинал этот процесс сразу же при поддержке Рустама Нургалиевича. И дальше Минмолодежи вот ведет и продолжает вести. Благодаря тому, что Рустам Нургалиевич побывал там, первый раз, по-моему, в 2004 году, этот форум, он из такого самобытного, локального, исключительно семейного, он вырос в масштабное событие, которое знакомит уже не 300-400 человек, как это было раньше, а знакомит почти 10 тысяч детей, молодежи с миром Салят. Поэтому эта трансформация была такая. Однодневный с ночевкой фестиваль, когда мы готовили на костре. То, что приготовили, соответственно говоря, на костре, вместе дружно, быстро съедали и бежали в один шатер, который больше не было. Там все мероприятия проходили. И вот это было такое время. Потом трансформировалось это в 2 смены. Это 2 форума, в один из которых на один день приезжали дети со всех районов и знакомились. И затем это превратилось уже в международный форум и 6 смен, которые там проводит Салят. И, конечно, это уже не один, а там более 40 шатров. Это инфраструктура крупнейшая в России детского палаточного лагеря. Вот. Наверное, я на этом остановлюсь. Это называется, это не я такой, да, это видео такое, поэтому прошу прощения, если вдруг ушел от конкретики, перешел в какую-то лирику и философию, но про Салят по-другому нельзя. Башкача булмый, чөнки әйткәнемчә, ул монда да утырган кешеләр өчен
оешма түгел ул лагерь түгел ул бер шундый күренеш, мохит һәм без бергәләшеп аны үстерәбез. Рахмет. Денис Владиславович, сколько детей планируете отправить в Салят и какие мероприятия министерство планирует организовать совместно с Салят? Добрый день, уважаемые коллеги. Тимур Джавдатович, Айгуль Тагировна. Четвертая власть присутствует сегодня здесь. Что говорят, что это первое. Первое? Здесь, да? Понял. Я учту. Опыта у меня поменьше, гораздо поменьше, Тимур Джавдатович, чем у вас, поэтому. Что касается летней оздоровительной кампании, вообще, Салят — это один из ярчайших представителей, безусловно. В целом по республике 172 тысячи детей мы планируем, привлечь в рамках летней оздоровительной кампании отдыха и оздоровления. 13 тысяч детей из них в палаточных лагерях. И, конечно же, такая серьезная толика того, что Салят из года в год уже 30 лет проводит свои форумы, смены на высоком художественном, содержательном уровне, воспитательном уровне. Безусловно, вот из 13 тысяч порядка 3 тысяч детей – это дети, которые отдохнут как раз в палаточных лагерях Салята. Это важно для нас, это серьезный игрок со своими традициями, и очень здорово, что из года в год команда становится все сильнее, сплоченнее, и, безусловно, команда Салят уделяет огромное внимание, в целом безопасности, комплексной безопасности детей в момент пребывания в своих сменах, лагерях, в том числе палаточных. И этот год не исключение. Буквально вчера прошло совещание уже на территории, и мы потихоньку, планомерно начинаем финальный этап подготовки. И я думаю, что детишки, которые приедут на форум, и посетят палаточные лагеря Салята, останутся, безусловно, довольны, уедут с таким серьезным настроем на учебный период следующего года. Спасибо. Айгуль Тахировна, менә быел сәләтле ял итү кампаниясында нинди яңалыклар булачак һәм үзенчәлекләр, кунаклар турында да сөйләп китсәгез иде. Барысга да хәерле көн. Всем добрый день. Спасибо большое, что ежегодно, традиционно летнюю оздоровительную кампанию мы начинаем в стенах Татмедиа, широко освещая в наши средства массовой информации среди наших потенциальных и существующих участников, родителей, то, как мы проведем это лето. В этом году наше лето 30-е, как отметил Денис Владиславович, 1994 года, когда мы начинали с одного палаточного лагеря. На сегодняшний день этим летом у нас, включая смены форума Салят, включая фестивали, которые у нас пройдут в течение всего лета, планируется организация 33 смен профильных. Из них, которые большая часть это стационарные смены и плюс есть палаточные смены в том числе. Бу җәйгә килсәк, яңалыкларга килсәк, быелны безнең яңа сменалар да барлыкка килде. Әйтик, бу дүшәмбе безнең җәй инде башланды. Язның соңгы атнасында без 7 көнлек сменалар белән башладык һәм 2 смена да безнең бу елны яңа сменалар. Беренчесе ул безнең Салят адымнар сменасы. Ул адымнарда укучы сәләтлеләр өчен һәм әле Салят белән таныш булмаган балалар өчен смена ул безнең Фансар үзәгендә уза һәм икенче смена ул безнең традицион сменабызга әверелеп киләчәк, чөнки узган елны ул Салят Асылташ сменасы дип аталса, бу елны без аны Салят Алмагач дип атыйбыз. Ул безнең Салятның мәктәбендә укучы сәл кешеләре өчен. Бу елны безнең 4 сыйныф үз уку елын тәмамлады һәм җәйне алар шулай ук бергә дәвам иттеләр безнең Салят Алмагач сменасы кысаларында. Ул безнең Чувашиянең Батыр районында, Салят Батыр үзәгендә урнашкан. Һәм шулай ук безнең җәй дәвамында сменаларыбыз булачак
Татарстанның түрлі райондарында. Смены в этом году планируется проведение смен на территории наших лагерей в Лаишевском районе, это лагерь Звездный, в Камско-Устимском районе, в нашем центре Аргамак, в Алексеевском районе традиционно, в центре Фансар, в Чувашии, в центре Салят Батыр. Плюс у нас планируется проведение профильных смен на территории Башкортостана на базе Бабай-Утары 2 профильные смены, в Сабинском районе традиционно Байлар Сабасы, Салят Саба сменасы, шулай Азнакайда безнең смена булачак, һәм шулай Кырымда Салят Аршан сменасы узачак. Плюс, помимо профильных смен, у нас планируется организация традиционного фестиваля Иск-Казан, который будет проходить в августе на территории Иск-Казанского музея-заповедника, где тема будет посвящена городу мастеров, таким ремесленным мастерским. И также палаточные смены мы начнем с проведения нашей традиционной смены Булгар Тугантель, которая стартует уже 15 июня на территории Белярска, где за это лето, получается, будет, включая Булгар Тугантель, 7 профильных смен. Это если вкратце говорить про цифры и события, которые нас ожидают. Естественно, у каждой смены есть свой профиль, есть свои возрастные особенности, и детей мы отбираем на нашем сайте портфолио Салят, исходя из их достижений, исходя из их интересов и исходя из их возрастных особенностей в том числе. Несмотря на то, что смен не так много, желающих намного больше, и участвуют дети со всех районов нашей республики, со всех городов, а также из десятка регионов нашей страны, и плюс есть соотечественники. Например, вот буквально смены, которые на этой неделе стартовали, там есть участники, в том числе из Казахстана, которые с удовольствием летом возвращаются в Татарстан и участвуют в наших профильных сменах. Менә шулай кыскача әйткәндә 30-нчы җәй безнең бик кызу булачак, ул инде башланып китте һәм без әйтәбез, сәләтле җәй үзәге, ләкин ул җәй генә эшләми, ул ел буе эшли. Чынлап та шушындый зур кампанияны оештырыр өчен без эшебезне сентябрьдә башлыйбыз һәм сентябрьдә нәтиҗәләр ясап тәмамлыйбыз һәм аның артында зур команда тора. Большое спасибо всем тем. Хочется, пользуясь этой возможностью, выразить благодарность всем тем, благодаря кому наша деятельность ведется непосредственно при поддержке Раисы нашей республики, Рустама Нургалевича и всей большой команды республики. Это министерство, в первую очередь Министерство по делам молодежи, с которым мы бок о бок ведем свою деятельность, а также Министерство образования, Министерство культуры, цифровизации, это все вузы, СУЗы, муниципальное образование, главы с их командами и Академии наук республики и Государственный совет, депутатский корпус, в общем, все, но и в первую очередь это наши дети. И, наверное, вот видео сегодня натолкнуло еще раз на подтверждение той мысли, что мы ведем свою деятельность и получаем такие результаты благодаря тому, что в фокусе внимания это наши дети, улбизнең балалар, для которых все это делается, и с кем вместе это все делается. Но и вместе с тем есть наставники, есть устазлар, которые советуют, которые ведут, и все это в комплексе дает вот то, что мы получаем, то, в чем мы живем каждый день. Бигзур рахмет. Рахмет. Ояз Фанисович, менә сөйләп китсәгез иде әйдәманнар турында, сез аннарны ничек әзерлисез, ничек әйдәман булырга гомумән? Хәерле көннәр, бик зур рәхмәт. Без ел дәвамында үзебезнең әйдәманнарны әзерлибез. Әйдәман русча әйткәндә вожатый һәм гомумән әйдәманнарны гына түгел, ул бик зур команда һәм ел дәвамында без якынча 500 әйдәманны әзерлибез. Аларның янында 150 баҗитәк һәм 300-гә якын укытучылар. Если говорить про подготовку, как это все происходит, все начинается еще в ноябре месяце, когда начинается заявочная кампания, и начинаются уроки в доме Салят у нас на улице Островского, которые больше посвящены тому, чтобы те, кто желает стать вожатыми, погрузились в сообщество, поняли, что это такое, ознакомились с принципами и, так скажем, поняли, это их
их среда или нет. И после этого начинается следующий этап. Тут, наверное, важно отметить то, что для каждого вожатого сәләтле җәй аланнарында эшләгән һәрбер әйдаман өчен иң мөһим шарт ул татар теле сөйләм дәрәҗәсендә белү. То есть очень важно, чтобы наши вожатые умели свободно разговаривать на татарском языке и свободно на нем общаться. Соответственно, после уроков в доме Салят начинается выездная большая сессия, 7-дневная. Это выездная школа Айдаманнар Мактебе, где уже начинаются более такие серьезные темы, так скажем. Это особенности работы с детьми, возрастные особенности, решения различных педагогических ситуаций, тренинги на личностный рост и так далее, по итогам которого каждый вожатый проходит определенные, так скажем, экзамены и получает свидетельство о том, что он может работать на летних профильных сменах Салят. Кроме этого, это, если говорить про выездную школу, это примерно февраль, и в это же время у нас идет параллельно с этим проектом выездная школа руководителей профильных смен Салят. Салятте божитеклер, руководители — это директор, это старший вожатый и методист, и, соответственно, каждый по своему отдельному треку ведет обучение, сам учится, и в то же время для этих вожатых, которые вот готовятся стать вожатыми на профильных сменах, они являются также и учителями. То есть это не просто приезжают люди со стороны и рассказывают о своем опыте. Нет, это как раз-таки те люди, которые когда-то уже сами были вожатыми, которые когда-то сами были детьми и как раз-таки понимают всю сложность работы, все ситуации, которые могут возникать, и как раз-таки делятся со своим опытом и рассказывают, как поступать в той или иной ситуацию. Шуның белән бер рәттә безнең башлана укытучылар мәктәбе. Әлбәттә, укытучыларны без безнең вуз һәм сузлардан чакырып алабыз, һәм шул ук вакытта алар теге профильле, белемле булсалар да, шул ук вакытта сәләтле аланнарның барыбер үзенчәлекләре, һәм менә аның белән таныштырабыз һәрбер укытучыны, күрсәтәбез безнең сәләттә ничек без укытабыз, ничек без балалар белән сөйләшәбез, һәм гомумән көн тәртибе ничек ясалган, һәм шулай ук алар якынча февраль аенда башлыйлар үз эшләрен, әзерләнүләрен, һәм менә бүгенге көнгә кадәр дип әйтә алам, ул әзерлекләр бара. Һәм Алла бирсә, менә тиздән безнең тагын аланнарыбыз, беренче сменаларыбыз башланачак, һәм менә алар алдыннан да хәзерге вакытта да безнең зур әзерлекләр бара. Һәм гомумән бу уку-укыту процессына килгәндә дип әйтим, быелны безнең булды безнең өчен бер зур яңалык дип әйтим. Беренче тапкыр без үзебезнең дәресләрне онлайн рәвештә яздырдык, һәм әгәр дә катнашучылар, студентлар Татарстанда, Казанда гына түгел, башка төбәкләрдән, Россиянең төрле төбәкләрендә булсалар да, алар безнең дәресләрне карап, төрле тестированиеларны узып, җәй көне безгә кушыла алалар. Кыскасы шул. Я, наверное, добавлю здесь про кадры. Важно отметить, что 90, наверное, даже чуть больше, 92-93% вожатых, которые у нас работают в профильных сменах, это вчерашние дети, которые точно знают, что такое, в данном случае лагерь Салят, что такое сообщество, пространство Салят, что необходимо детям самим изнутри, и уже понимают. А вот среди руководителей профильных смен это уже 100% те, кто были хотя бы раз вожатыми на наших профильных сменах и которые знают все процессы тоже также изнутри. Среди учителей здесь уже чуть шире наша воронка. Это и участники сообщества Салят, которые были когда-то в разных ролях, детьми, вожатыми, возможно, это родители наших детей, возможно, это просто преподаватели, которые разделяют ценность образования детей и включаются в нашу работу. Рахмет. Хәзер инде сораулар көтәбез. Вопросы? Да, пожалуйста. Газета «Субак», Татьяна Васильева. А специфика работы Чувашской республики и здесь будет отличаться? Насколько я понимаю, там недавно открылось. Первый год или второй год только?
Этот центр в этом году будет работать до второе свое лето. Все лето там будут проходить профильные лагеря «Салят». Что касается специфики, технология та же, система та же работы. То есть центр «Салят Батыр» входит в нашу общую сетку подготовительной работы. Это и вожатые, которые учатся в нашей школе, это и руководители, которые там участвуют, и, в общем-то, все принципы, которые действуют в пространстве «Салят», также стопроцентно работают и там. Единственное, вместе с тем, что там участвуют дети-соотечественники, которые проживают там очень много, в том числе татар, которые проживают в тех деревнях, близлежащих с этим центром. Но и есть дети разных национальностей, это и чуваши, и русские, и там добавляется еще один дополнительный язык, чувашский язык в том числе, который изучается детьми на разных наших профильных сменах. Это естественно, это нормально, находясь в той среде, обладать еще одним ключом к знанию, еще дополнительным языком, чувашским языком. И там будет одна профильная смена «Салят Илем», которая соберет детей в первую очередь не по национальному признаку, но тех, которые готовы изучать чувашский язык вместе, наряду с татарским языком, с русским языком, в более углубленном формате, непосредственно для детей из Чувашской республики, которые будут там участвовать. Вообще специфика наших центров, которые находятся в разных районах, это привнести дополнительную пользу непосредственно тому месту, где мы находимся. То есть, например, если в Камском устье у нас центр «Салят Аргамак» все лето собирает детей со всех районов республики, есть одна профильная смена «Салят Кама», которая объединяет детей непосредственно из Камско-Устинского района. Или, например, в Алексеевском районе в центре Фансар смена «Салят Имянкей» Дубок, которая объединяет детей из Алексеевского района, которые там участвуют. Но, естественно, есть там 10%, которые могут приезжать также из других районов, из других городов, которые уже знакомы со спецификой «Салят» и вот являются тем самым носителем в концентрированном виде, который уже на смене дает возможность быстрее детям попасть в это пространство, в эту среду. Тагын сораулар? Юлай Низаев, Татар-Информ. Беренче сорау, әлбәттә, Айгөл Таһировнагадыр ул. Менә быелгы сәләтнең төп яңалыгы, төп фишкасы нәрсәдә ул булачак? Һәм дә инде төрле төбәкләрдә бит инде үтә бит инде сменалар бит инде агымнар. Бу уңайдан шундый сорау бирәсе килә. Һәрберсе аның игътибар үзәгендә тотылачакмы һәм дә инде гади лагерь форматына кайтып калмаячакмы? Бик зур рәхмәт сорауларыгыз өчен. Безнең елда шундый төп фишка бар, ул сыйфатка чуму. Һәм бу елны да ул искәртмә түгел. Без үзебезнең аланнарда уздырылучы программаларының сыйфатына зур игътибар бирәбез. Инде төгәл менә бу елны мин әйтеп уздым, берничә яңа смена барлыкка килде. Алар арасында «Сәләт Адымнар», «Алмагач», «Сәләт Илем» сменалары. Һәм шулай ук безнең быел «Сәләткә 30 ел» һәм шуның белән бәйле безнең 3нче смена форматында «Сәләт җыены» узачак. Шушы смена ул безнең традицион 97нче елдан башланып киткән смена. Һәм инде шушы көннәрдә безнең сәләтнең төрле елларда булган сәләт гаиләләре киләчәк һәм хәзерге көндә дә шушы сәләт гаиләләренең балалары, алар сәләт аланнарында катнаша. Менә шундый зур сәләт җыены көтелә. Бу беренчесе һәм икенчесе. Һәм инде төп яңалыклардан шул. Ел саен безнең программалар яңартыла, яңа остазлар килә, яңа чаралар уйланып табыла. Бу инде нәкъ менә һәрбер смена эчтәлегендә чагылдырылачак. Алар турында әйтәсе дә килми, ни өчен дигәндә бу сюрприз булачак безнең балаларга. Һәрбер сменаның юнәлешенә карап, аның спецификасы бар әлбәттә. Уку-укыту программасында да, кичке чараларында да ул чагыла. Менә шул. Инде икенче сорауга килгәндә, әлбәттә, безнең һәрбер сменабыз ул безнең сәләтле җәй үзәге тарафыннан алып барыла һәм һәр яклап безнең өчен иң беренче һәм иң төп бурыч ул безнең
иминлекне саклау, чөнки без әти-әниләр алдында җаваплы һәм үзебез алдында да. И вот как отметил Денис Владиславович, поясню, наверное, на русском языке, вопрос касается, насколько хватит внимания вести все смены, которые находятся также не в Республике Татарстан, а в соседних регионах. Для нас вопрос безопасности, безопасность в самом широком смысле, начиная с физической безопасности, заканчивая безопасности психологической, эмоциональной каждого ребенка в фокусе внимания. Это всегда и номер 1, номер 2, номер 3, и с восклицательным знаком, что называется. Поэтому мы начинаем свою подготовку еще осенью. Каждый вопрос у нас ведется отдельным специалистом по отдельному треку, поэтому здесь работает команда профессионалов, и мы все, что касается в наших силах, обязательно будем делать. И здесь заверяем родителей, что также переживаем, как и вы, за детей, за их оздоровительный эффект, за их образование. Поэтому надеемся и сделаем все возможное, чтобы отдых детей был максимально эффективным, зарядил их на новый учебный год. И возвращаясь домой, они снова хотели вернуться к нам в Салят. Мына екінші сұрау, ғади лагерь. Нәрсә белән айырыла ғади, менә сезнең уйлавыгызча, ғади лагерь һәм ғади булмаган лагерь. Миңа калса, менә бар лагерьдә бар бала, әйдаман, диджей, остазлар, инфраструктура. Бу теге аш пешергән кебек. Менә аш пешерәбез икән, ингредиентлар, алар менә конкрет гади исемлек. Ләкин бер пешекче пешерә аны шул ук ингредиентлардан, менә бик тәмле аш килеп чыга. Икенчесенекен кабып караганда бик үк туры килми сиңа. Кемгәдер икенчерәк менә бу туры килми. Кемгәдер бәлки Салят лагере туры килмәскә мөмкин, һәм ул нормаль. Чөнки һәр кеше үзенә кирәкле мөхит эзли, шулай бит. Ләкин минемчә, менә сыйфаты, лагерьнең сыйфаты иң беренчедән ул кешеләрдән тора, кешеләрдән гыйбарәт. Ничек шул әйдәманнарны, вожатыйларны әзерлиләр? Алар анда конкурс аша эләгәме? Аларның үзләренең нинди тормыш юлы, тәҗрибәләре ниндирәк? Программага килгәндә ничек әзерләнә? Кем катнаша? Менә шул детальләрдән тора. Әмма дә ләкин шул ук гади лагерь, ул менә дигән лагерь булырга мөмкин. То есть любой лагерь, самый простой, он может быть тем лагерем, куда мечтает попасть ребенок. Речь не идет о том, что есть, значит, лагерь вот идеальный какой-то, у которого суперсовременная инфраструктура, и есть лагерь простой, у которого может быть инфраструктура не такая. Вот любой лагерь, куда стремятся попасть дети и хотят, но этот лагерь занимает такое же большое внимание, как и тот, может быть, который имеет какой-то свой бренд, признанный бренд. Да? Почему это происходит? Ну, потому что у каждого лагеря есть какая-то своя команда, есть традиции, есть культура. И кто-то мечтает попасть вот в этот один лагерь, который в течение всего года проходит, и он на 50 человек, и там огромный конкурс. Да? И такие примеры есть, муниципальные лагеря. Вот. Вместе с тем, говоря о... Вот, вопрос в десятку, что называется, о системе лагерей Салят, вот из такого как раз лагеря на 60 человек, уникального, эксклюзивного, в котором подсобралось все, правильные вот эти вот ингредиенты, и организаторы, вот получил развитие этот лагерь и превратился в технологию, которая развивается, тиражируется и продолжает как бы привлекать тысячи и тысячи детей. Поэтому вот я бы не стал, наверное, делить лагеря на простые и непростые.
Есть те лагеря, которые со своими большими традициями, с командой, и которым идет подготовка в течение всего года. Вот это те лагеря, в которые всегда охотно приезжают дети. Вот. А залог такого внимания и отношения лагерей Салят по отношению к лагерям Салят со стороны детей, он заключается в том, что это лагерь не только как событие, которое готовится 18-дневное, а это часть вообще среды большого жизненного цикла, каждый год, которым живет Салят. Поэтому мне кажется, что главный гарант качества – это вот большая команда во главе с Министерством по делам молодежи, да, которая обеспечена и ресурсами, и всем необходимым, которая вот так вот очень адресно готовит каждую смену. Поэтому секрет на самом деле не в фишках. Мы очень часто хотим какую-то фишку, но не в фишках секрета. Секрет в большой, кропотливой, ежедневной работе. Это огромный труд. И там, где есть труд, это ощущается ребенком, когда он приезжает на эту смену и понимает, что это такая среда, и хочется снова возвращаться. Поэтому вот, например, мы в том году «Движение первых» организовывало смену в Костре. Да, лагерь «Костер», там не было давно ремонта. Вот мы посмотрели, там есть смены, но просто постоянно огромное количество ребят, которые из года в год хотят туда ехать. Поэтому это вот залог, мне кажется, это вот команда, которая готовит. Вот. Но в Саляте еще важная составляющая, конечно, языковая составляющая, языковая среда. Это миссия Салят – знакомить и заинтересовывать, формировать отношения, в том числе у детей, для которых татарский язык не родной, отношение к языку. А для тех, для кого это родной, безусловно, это путь к тому, чтобы помочь родителям, которые, уверен, призывают детей, давайте больше разговаривайте. Это ответ на вопрос «зачем?». Затем, чтобы стать вожатым. Әйдәман булырга телисең икән, син татарча белергә тиеш, яшәргә тиеш. Әйе, кил, катнаш, әмма ләкин бер катнашкач, яңадан бит теләк кайтасы, Сәләткә кайтасы теләге туа. Рахмет. Тагын сорау. Фагиля Шакирова, YouTube-блогер. Менә как раз менә шушы татар теле, татар милләте хакында сорамакчы идем инде. Менә сез шушы сорауга җавап та бирдегез өлешчә. Мин сөйләшкәнем бар, Сәләткә җибәргән ата-аналарын, балаларын җибәрәләр һәм алар әйтәләр, элек Сәләт күбрәк татарча иде. Менә татарча сөйләшәләр, татар концертлары уза иде. Менә соңгы арада ничектер урыс лагерьларыннан бер дә аерылмый дигән сүз ишеткәнем бар инде. Менә конкретно нәрсә эшләнәчәк? Конкретно нинди чаралар узачак? Татар артистлар киләме? Әллә татар теле дәресләр узачакмы? Әллә татар дискотекалар узачакмы? Конкретрак җавап бирсәгез иде. Менә мин үземнең баламны җибәрәсем килә, әйтик, күбрәк мәктәпләрдә хәзер бит инде татар телен өйрәнмиләр, татар мәдәниятен өйрәнмиләр, тарихыбыз. Менә нәрсәсе белән сез кызыксындыра аласыз? Менә конкрет нинди чаралар узачак? Менә мин әгәр дә үземнең баламны телим икән Сәләт лагерына җибәргә, нәрсәләр минем балам алачак? Рәхмәт сораугыз өчен. Төрле күзлектән караган әти-әниләр төрле фикерләр калдыралар, әлбәттә. Кайбер әти-әниләргә татар теле бик күп. Безнең бала җитешми ул кадәр татар теле мөхиткә чумарга дип әйтәләр. Кайберләре татар теле әзрәк дип әйтәләр. Әйтик, 94 елда бер алан гына булганда, 60 бала булганда, әлбәттә, шушы 60 баланы татарча сөйләштерү ул теге зур бурыч булып тормый. Инде менә җәй буена берничә мең бала килгәндә, аларның һәрберсендә татар теленә карата мөнәсәбәтне, татар теленә карата мәхәббәтне тудырту, бу әлбәттә такая задача второго порядка.
Һәм әлбәттә, менә 7 яисә 18 көн дәвамында балаларны камил рәвештә татарча сөйләшә торган балалар итеп өйләренә кайтарып җибәрү бу үтәлә торган миссия түгел. Ләкин шуның белән бер рәттән татар телен өйрәнү, татар теле белән кызыксыну бу инде үтәлә торган бурыч булып санала. Һәм без моның өчен нәкъ безнең сәләт аланнарында, сәләт форумнарында, җыеннарында татар телле мөхит булдырабыз. Һәм инде телне өйрәнү өчен менә сез әйтеп уздыгыз, мисал буларак татар теле дәресләре булачакмы? Дәрес вакытында гына татар теленең грамматикасын, морфологиясын өйрәнеп, татар телен өйрәнеп булмый шул ул. Татар телен өйрәнер өчен, татарча сөйләшә башлар өчен татар телле мөхит кирәк. Һәм мөхит ул төрле моментлардан тора. Һәм без моңа бик җентекләп карыйбыз. Бу чынлап та безнең миссиябыз. Һәм инде шушы мөхитне булдырыр өчен беренчедән менә әйдәманнар әйтеп узды. Әйдәманнарны без сайлап алабыз, һәм алар минимум 2 телле, татарчалар ирекле аралашалар. Бу беренчесе. Икенчесе, мөхит дигәндә бу бит яңгырый торган җырлар. Бу балалар уйлап таба торган сөраннәр. Бу кичке чаралар, бу төркем вакытлары, бу шәмчекләр, бу спорт чаралары һәм башкалар. Менә аларның 90% алар татарча, чөнки алар менә оештыручылар әйдәманнар тарафыннан бара. Балалар үзара әлбәттә төрле телдә сөйләшәләр һәм без моны ирекле рәвештә балалар нинди телдә аралашырга телиләр, татарча булсын, инглизчә, русча алар үзара аралашалар. Инде нәкъ менә телне өйрәнергә теләк тудыру өчен тел яңгырарга тиеш. Һәм яңгырарга тиеш кызыклы рәвештә. Чөнки балаларның игътибары өчен бүгенге көндә бик көчле конкуренция. Һәм инде нәкъ менә аларның игътибарын телгә карата юнәлдертү өчен ул мөхит бик аларга бик табигый булырга тиеш. Һәм алар аралашкан телдә булырга тиеш. Алар караган медиада булырга тиеш. Алар уйнаган уеннарда булырга тиеш. Һәм менә шушы барлык факторларны бергә җыеп, менә шушындый телле мөхит булдырыла. Һәм ул конкрет, менә сез әйттегез, нинди конкрет чаралар. Менә шушы чаралар, алар менә бик күп адымнардан торалар. Һәм инде әйтик, менә җырлар яңгырый. Татар артистларын гына чакыртып, балалар татарча җырларга аларда мәхәббәт уянмаска мөмкин. Гафу итсеннәр мине бүгенге көндәге татар телендә җырлаучы артистлар, алар бик күп һәм күпләрен мин үзем дә тыңлыйм, хөрмәт итәм. Инде менә балаларга ошый торган җырчылар бүгенге көндә минемчә күп түгел. Һәм андый җырларны балалар тыңлаган вибрацияда тудырырга кирәк. Әлбәттә, анда татар моңы да бар. Шуның белән бер рәттән ул заманча булырга тиеш. Шуның белән бер рәттән шушы җырга биеп алырга да мөмкин. Шуның белән бер рәттән шушы җырларны балаларның тыңлыйсы килергә тиеш. Һәм менә шундый җырларны балалар үзләре дә иҗат итә. Безнең аерым фестивальләр дә бар. Һәм смена азагында, хәтта концертларга балалар татарча сөйләшмәсәләр дә, алар үзләре иҗат итеп чыгалар, үзләре гитара белән яисә үзләре аранжировкалар ясап телефоннарда шул ук вакытта чыгышлар ясыйлар һәм тыңлый башлыйлар. Һәм инде биюләргә килсәк, алар шулай ук татар җырларына куела күбрәк һәм алар шундый дәртле, балаларга ошый торган, әйтик, кичке чаралар булганда, аларның күбесе шулай ук татар телендә. Һәм алар заманча, алар бүгенге көн тәләпләренә туры килә. Һәм инде менә шушы сүзгә, шушы сорауга гади итеп кенә җавап биреп булмый. Ул менә 30 ел дәвамында барлыкка килгән технология һәм шушы технология ул әлбәттә көндә камилләшә бара. Безнең белән бергә, безнең балалар белән бергә. Һәм инде соравыгызга җавап бир. Мин өстәп китсәм мөмкин булса, өстәп китәрмен. Мин ризалашам. Кемгәдер күп, кемгәдер әз. Без сезне кемгә күп булган әти-әниләр белән таныштыра алабыз.
кемгәдер җитә, төрлечә. Чөнки бик күп әти-әниләр, бик күп аланнар, бик күп балалар һәм никадәр күп, шул кадәр күп фикер. Бу беренчесе. Икенчесе, мин әйтик, үзем сәлкеш булган кеше, Әйдаман да, директор да, һәм 98 елдан башлап әйтеп китә алам, менә шул аланнар буенча анда булган татар тел дәрәҗәсе турында. Икенче тезис. Сәләт ул бит айрым бер бина, авыл, шәһәр түгел. Анда катнашкан балалар, алар без үстергән балалар. Ачык мөхит, шулай бит. Кем тели шул катнаша. Әгәр дә без кергәндә критерий буларак тел белү критерийсын куйсак, әлбәттә, аны бик гади шундый чыпчын татар телле 100% лагерь форум итеп оештырып булыр иде, бик гади. Бу, ләкин сәләтнең миссиясе ул резервация туплау түгел. Ул бүгенге көнне кирәкле бер шундый технология мөхит булдыру, нәтиҗәдә балада телгә карата, туган теленә карата һәм әлбәттә татар теленә карата кызыксыну хисен булдыру, мөнәсәбәт. Нәтиҗә лагерьнең сыйфаты фәлән артистларны чакыртып, аларны татарча гына җырлату түгел. Бала белән булган үзгәреш. Төп үзгәреш өйгә кайтып, ул нинди җырларны тыңлый башлый? Нинди җырларны үзе җырлый? Кайсы сөрәннәрне кабатлый дусларын күргәч? Бу бит, менә бу бөтенесе ул код, идентичность. Менә бу әйберләр аны туплый. На русском языке тоже я отвечу. Задача, форма реализации миссии у Сәләты, которые есть, связанная с развитием татарского языка, с формированием отношений к татарскому языку, она заключается в том, чтобы создать открытое пространство, которое не по национальному, не по языковому принципу не создает входных барьеров. И это очень сложная задача. Это просто создать, вот как есть лагеря типа English Village, да, английская деревня. Приходят с определенным уровнем английского языка, и там за любое сказанное не на английском языке слово начинают штрафовать, потому что это английская деревня. Вот оно так делается. Но у нас открытое пространство, мы говорим детям, пожалуйста, принцип отношения и интерес к языку татарскому есть. Но ключевое – это твои достижения, стремления в развитии, реализации себя в интеллектуальном плане в первую очередь, и дальше в творческом и так далее. И ключевой результат – это то состояние, в котором возвращается ребенок обратно, вне зависимости от национальности, от уровня владения языком. Вот я могу сказать, что сегодня огромное количество детей, которые и родителей, которые нам говорят о том, что, побывав в лагере Сәләт, эти песни ваши Сәләт, что вы делаете, Тимур, просто, они просто поют, они когда встречаются, вместе общаются, есть определенный набор каких-то вот таких вот фраз, песен, которые их всех объединяет. Они на татарском языке, потому что это миссия Сәләт, но ни в коем случае это не является, мы не можем, это не наша задача, создать отдельный лагерь только для детей, которые вот отлично владеют татарским языком, чтобы в этом лагере они продолжали общаться на татарском языке. Задача Сәләт, она шире. Это миссия Сәләт, связанная с развитием языка, с формированием интереса к нему, чтобы дальше в школу приходя или самостоятельно начинали интересоваться дети сами. Поэтому, наверное, так я отвечу.
Люл Шамиль, Татаринформ. В начале пресс-конференции вот ролик был, шикарный ролик, динамичный, живой, счастливые молодые лица, поют, танцуют, спортом занимаются. Но вы знаете, вот не хватает одной детали во всей вот этой веселой массе. Это молодого человека с книгой. Вот я так и не заметил, вот сплошное движение какое-то. То есть счастливое детство или у молодых. Но вот нет молодого человека с книгой. Какой-то вот такой детали небольшой. Это было бы хорошо. И вопрос. Хотелось бы узнать вот финансирование вот этого лагеря, откуда идет финансирование, и на платной основе или нет, вот молодые люди там находятся. Начну со второго вопроса. Что касается финансирования наших профильных смен, есть разные смены, и у каждой смены свое финансирование. Что касается вот тех кадров, которые мы увидели на видеоролике, это форум «Салят», участие в 6 этих профильных сменах, а также вот 7-я смена «Булгар Тугантыль», также палаточная смена, 100% бесплатно для детей. То есть это субсидируется государством, нашей республикой при поддержке Раисы Республики Татарстан проходит. И финансирование 100% субсидий. Что касается стационарных смен, то здесь финансирование идет 85% субсидируется из бюджета Республики Татарстан. Вот Денис Владиславович отметил, что 172 тысячи детей планируется, что отдохнут по всей республике, среди которых вот часть финансирования на стационарные профильные смены «Салят». И примерно 50% от этой стоимости – это родительская плата, на которой имеется специальная калькуляция, в которую входит и профильность программы, это и те расходы, которые включают в себя с пребывания ребенка. Это и питание дополнительное, это и инфраструктурные вопросы, связанные с организацией детей. Стоимость смен варьируется также в зависимости от продолжительности смен. Там, от 7 до 18 дней максимальная стоимость для родителей родительской платы – это порядка 36 тысяч рублей за 18-дневную смену для пребывания ребенка. Вот. Что касается первой части, по поводу книги, действительно тоже не увидела кадров детей с книгами. На мой взгляд, свое личное мнение отвечу, на сегодняшний день на самом деле дети читают, много читают. То есть вот даже когда я приезжаю на профильные смены, каждый ребенок привозит с собой по 1-2 книги на смену, и если у него есть свободное время, как правило, это утро, либо после приемов пищи, дети читают. Но вторая часть, я вот помню себя ребенком, когда я была, у нас достаточно плотный график, который начинается с 7:30, с 8 утра и заканчивается в 11 вечера. При этом для детей старше 7 класса нет тихого часа на сменах. То есть это образовательная программа, культурная, спортивная программа. И здесь, ну, я лично, вот, честно признаюсь, когда была ребенком на профильных сменах, читать у меня времени именно на смене не оставалось, потому что хотелось попробовать себя везде и во всем, хотелось познакомиться с ребятами, не упустить возможность с каждым спикером пообщаться и так далее. Но вместе с тем дети сегодня читают, и я вот лично вижу, как они приезжают с 1-2 книгами. Не уверена, что они ее прочитывают за профильную смену, но тренд на чтение на сегодняшний день, он точно есть. Я дополню, но мне кажется, это вот скорее как задача, потому что мне кажется, эту задачу мог бы взять «Салят», как все-таки интеллектуальное пространство, интеллектуальное сообщество. У школы они приезжают со своей книгой, может быть, один из вечеров или одну из свечек прям посвятить разговору о книге, о том герое, который для них является примером, может быть, не одной, может, 2-3 книгах, потому что я думаю, что это, есть, если вот «Салят» в качестве одной из тем, например, даже форума, не обязательно это не мероприятие такого динамичное, но это мероприятие, наоборот, спокойное, со смыслом таким, когда каждый через себя это будет пропускать. Мне кажется, это великолепное просто предложение. Давайте мы вместе подумаем, чтобы это учесть и внедрить. А так, конечно,
нынешний вот формат, они приезжают только на 5 дней, поэтому, но они к этому будут готовиться зато заранее, прочитают, понимая, что у них будет возможность сказать о книге любимой. Да, класс. Нет, там у них есть на самом деле театральная мастерская, где есть по произведениям. Но вот именно про книгу, когда с книгой они со своей рассказывают, может быть, читают какой-то там 2-3 абзаца, те, которые вот наиболее по душе приходятся. Поэтому, ну, мне кажется, классно. Мы вот Салята, а я еще и как движение первых возьмем это на вооружение. В этом году сделаем это. Спасибо за предложение. Теләк фикерләр калмагандыр инде. Пожелания остались, нет? Время закончилось, поэтому игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз.